23 октября на абхазо-российской границе сотрудники госстандарта изъяли продукцию с грузинской символикой в количестве 48 штук. Речь идет о мясных консервах, на этикетках которых нанесена карта Грузии с территориями республик Абхазия и Южная Осетия. Производителем является российская фирма «Новоалександровский мясокомбинат». По данному факту был составлен протокол инспекторами. Данный протокол был передан в отдел потребительского надзора. Отдел потребительского надзора на основании выявленных правонарушений проводит внеплановые проверки. С целью выявления продукции непосредственно в продаже Госкомитет по стандартам потребительскому и техническому надзору организовал оперативный выезд в Гудаутский и Гагарский районы. Первым объектом проверки стал торговый центр «Вавилон» в Гудауте. Здесь расположено множество магазинов, у каждого свой арендатор. На момент проверки продуктовый магазин оказался закрыт на переучет, однако это не остановило инспекторов госстандарта. Вчера ночью вашу машину остановили? Остановили, но не пропустили, честно сказать, мы не в курсе даже были, что она была с грузинской символикой, потому что нам не обозначили поставщики и не сказали. Это выяснилось уже при открытии упаковки. Нас обязали проверить наличие на складе и в рознице. В результате проверки продукции с грузинской символикой обнаружено не было. Однако специалисты выявили ряд нарушений в мясной лавке. Также госстандартом регулируются цены на социальные продукты – хлеб белый высшего сорта и серый первого сорта. Эта продукция не была выявлена с символикой грузинского флага. Но по ходу проверки мы выявили в данной лавке мясной некие нарушения. Уже это нарушение маркировки, продукция неизвестного происхождения без опознавательных каких-нибудь указаний на производителя и так далее. В этом случае мы продолжим работу по выявлению этих нарушений, будем оформлять, будет составлен акт, и предприниматель понесет за это административное наказание. Еще один магазин, расположенный в Гудауте. Продукты, бытовая химия, посуда, детские игрушки. Здесь представлено все многообразие товаров. Продукции с грузинской символикой обнаружено не было. Далее сотрудники госстандарта проверили соответствие цен на прилавках и на кассе. Все указанные цены соответствуют реальным. Однако ряд нарушений специалисты все же выявили. Отсутствие маркировки на меде, отсутствие книги жалоб и контрольных весов в зале для покупателей. Кроме того, обнаружился небольшой недовес одного из продуктов. Вес нам нужен. 672. Дайте сюда. 672. 724. Все предписания от госстандарта необходимо выполнить в течение 12 дней. В противном случае магазину будет выписан штраф. Следующим объектом проверки стал торговый объект, расположенный у трассы. Продукции с грузинской символикой здесь обнаружено не было. Все цены соответствуют указанным. И, кстати, в магазине есть несколько прайс-чекеров. С помощью этих аппаратов покупатель всегда может проверить цену по штрих-коду. Хлопья макфа овсяные. Данный продукт? Ну, попробуйте. Так, заверенная цена 48 рублей, да? Так, проверяем. Но это не традиционные. Ценник просто овсяный. Вы держите традиционные хлопья, Так, они другие. Попробуйте вот это. Да. 48, соответственно. Да. Тогда вот здесь в маркировке надо установить еще один Вот ценник, это правильно. в котором будет написано нетрадиционный 58 рублей. В следующем магазине, это супермаркет «Ассорти» в Гагре, ситуация оказалась не столь благоприятной. Здесь в продаже были выявлены просроченные продукты в большом количестве, в основном мясо и морепродукты. Кроме того, специалисты обнаружили товары с переклеенными ярлыками. Видите, как это все конспирировано. Открываем пакет, снимаем его. Вот этикетка магазина клеится на срок годности. Срок годности истек. Вся просроченная продукция будет изъята и подвергнута денатурации, то есть порче товарного вида. Была обнаружена просроченная продукция в достаточно немаленьких количествах, объемах.
Мы пообщались с руководством объекта, они обязуются, обещают исправить ситуацию, но во всяком случае нашей службой будут приняты соответствующие меры, будут выписаны акты правонарушений, штрафы и так далее. Оставлено предписание магазину и в соответствии с окончанием срока предписания повторная проверка. Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору продолжит плановые и внеплановые инспекции. По всем вопросам нарушения прав потребителей можно обратиться по телефонам 222 54 58, 777 54 58. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.